Министр сельского хозяйства Беслан Джопо проинспектировал работу машинно-технологической станции в Гудаутском районе. Начальник МТС Нури Гуля рассказал министру о том, как устроена работа Гудаутской МТС на сегодняшний день и о том, с какими проблемами они сталкиваются. Стоит отметить, что здесь на сегодняшний день в рабочем состоянии 10 тракторов и 5 на ремонте. В Гудаутском районе 21 село и, естественно, не хватает техники, чтобы всех обслужить. Если у нас будет 20 тракторов, и то не хватает. Но мы как-то вот так вот стараемся помочь всем. Нервничают люди. Чуть-чуть, конечно, неприятно это все выслушивать. Ну, а что делать? Выслушиваем и помогаем. Как можем, помогаем. Вот уже более 4 лет здесь не работает гусеничный трактор. Министр сельского хозяйства Беслан Джопо обещал помочь решить эту проблему. Нури Гуля также отметил, что в этом году было вспахано более 400 гектаров земли. По сравнению с прошлым годом это очень мало, отмечает он. Мало спахано, я знаю, понимаю. Но дожди были в начале сезона. Что успели, то успели. После того, как министр осмотрел машинно-технологическую станцию, он провел совещание с участием работников МТС. Вот Минсельхоз проводит мониторинг состояния нашей государственной сельхозтехники на всех 7 МТСах созданных. Сегодня мы дали поручение, чтобы всю технику собрали, те, которые в аренде находятся, может, в селах, и посмотреть состояние и количество, и вообще, есть ли наша техника на месте. Много нареканий в сезон, что не хватает техники или по ценовой политике. Ну, конечно, есть такая ситуация, но я хотел бы сказать, что в сезон его не хватает, 3 месяца, весной и осенью то же самое. Остальное время, к сожалению, техника простаивает, и поэтому сказать, чтобы мы сейчас опять завозили новую технику, и она будет прибыльной, это, конечно, к сожалению, не приходится. Но, тем не менее, мы стараемся оказать помощь в виде запчастей, указываем. Далее Беслан Джопо проинспектировал проекты в Гудаутском районе, реализованные по госпрограмме. И первый объект, который он посетил, это цех в поселке Бамбора Гудаутского района. Здесь изготавливают компоты, варенье, сызбал, также зеленую и красную аджику, собственно, с чего все и началось. 4-й год занимаемся этим производством. Начиналось все с очень маленького. В период карантина я была управляющим директором, меня отправили в отпуск без содержания. И, соответственно, в большой семье сидеть без дела не получалось. Была идея заняться хорошей аджикой, настоящей абхазской, потому что я очень ценю нашу национальную кухню. И я считаю, если сегодня не лежит еда на столе яркая, красочная, с нашей аджикой хорошей, то вкусной еды не будет за застольем. Соответственно, как ценитель хорошей аджики, я начала производить именно из перца хорошего абхазского. Сейчас, конечно же, какую-то часть мы сами выращиваем, но до этого было чуть потяжелее. Я покупала все. Сейчас тоже какую-то часть покупаю, но уже и выращиваем сами тоже что-то. Кизил, сливов и хуа, много разновидностей компота. Есть из чего выбрать. Также планирует производить айвовые и виноградные компоты. Благодаря госпрограмме Диана Габня получила дробилку и измельчитель. Что объемы большие, в среднем это, если в прошлом году было 1,5–2 тонны, соответственно, этот год уже будет в 2 раза больше. Просили мы измельчитель, это очень такая значимая помощь для нас, потому что он реально в течение получаса может нам измельчить 300–400 килограмм. Это прям непосильная помощь. Также и выдали сушильную камеру, благодаря чему здесь изготовили пробную партию пастилы из инжира. И также начали снеки понемногу, как наполнитель бокса с пастилой. Но я не могу сказать, что какие-то проблемы, чего-то не хватает. Мы растем, нас слышат, узнают, и мы как-то своим трудом и на том, что сделано, мы очень благодарны. Цех этот стоял, с проекта нам выдали определенное количество стройматериалов каких-то, которые мне были на тот период необходимы, и, соответственно, вот к чему мы пришли. Продукцию, которую здесь производят, можно увидеть на прилавках в Абхазии. Также она реализуется в магазинах беспошлинной торговли на границе. Далее Беслан Джопо направился в село Хыпста. Здесь на 100 гектарах земли Игорь Эник занимается заготовкой сена. Вот уже более 15 лет Игорь занимается этим делом. Тракторы, косилка, прессовочный аппарат, ворошило. Одним словом, есть вся необходимая техника. Не хватало только вязального аппарата, который предназначен для скоростной упаковки травы
сена и соломы в рулоны и в специализированную пленку. Ну, благодаря Дзибовичу мы сегодня приобрели. Мы первый покос удачно сделали. Да, чуть мало вышло из-за засухи, но что было, техника не подвела, все нормально. В урожайный год из одного покоса может получиться до 3500 тюков. И спрос очень большой, отмечает Игорь Эник. После инспекции в Гудаутском районе Беслан Джопа подвел ее итоги. Вот сегодня в Гудаутах мы смотрели предприятие по производству компотов, аджики. Это небольшое предприятие. Они сами начинали, мы им помогли с оборудованием. Видели, прекрасно справляются. То же самое сегодня вот здесь мы стоим в хозяйстве, где производится корма для животноводства, для крупного рогатого скота. Это вот 137 гектаров арендованной площади на данном месте. И мы помогли им техникой для пресс-подборщика. Это то, что им необходимо было. Люди очень довольны, они этим справляются. И со всех концов Абхазии приезжают, покупают у них корма. То есть хозяйство хорошее, прибыльное. Далее была продолжена инспекция в Гагарский район, но уже без участия министра. В поселке Бзыб более чем на 2 гектарах земли братья Дудукчаны год назад посадили 1200 корней мандаринов сорта сентябрьский, который отличается высокой урожайностью и скороплодностью. Начали нашими силами все это чистить. А потом узнали, что республиканский у нас будет проект, есть Республика Абхазия помогает, сельское хозяйство, есть проекты, есть такие возможности, что помогут. И вот республика нам, правительство помогла. Все. Помощь оказали 1200 корней у нас саженцы, 700 колышек, то есть и 10 тысяч метров забора провода. Вот воспользовались, и остальное все сами сделали нашими силами и до сих пор. И таким же макаром мы идем вперед. Высота этого сорта мандаринов может достигать более 2 метров. Сильно обливиственная, сорт особо не капризный. Ухаживать, как обычно, ничего такого сложного нету вообще. Ну, как обычно, ухаживаем, и никакие удобрения, в основном удобрения, и за ними косить, все такое, лекарства есть. Урожай начнет где-то 3 года, так, 3 года уже начинает. Раньше 3 лет мы его не пускаем, он раньше начнет, но надо, чтобы сила весь в корень пошел, не в рост. А после 5 лет уже окончательно уже начнется урожай. Работники Минсельхоза также проинспектировали работу машинно-технологической станции в Гагарском районе. Начальник МТС Рауф Кутарба рассказал о том, как устроена работа МТС на сегодняшний день и о том, с какими проблемами они сталкиваются. На балансе станции 11 видов техники, 6 единиц пахотных, из них 5 всегда наготове. Во время наводнения, которое произошло в июле этого года, вода затопила помещение, и вся техника, которая здесь стояла, пострадала. 39 это здесь я работаю. Я не видел такое бедствие, стихийное я не видел. Вся техника пострадала? Вся техника пострадала, но из них мы уже 3-4 восстановили. Вот сейчас осталось вот это 1, 2, ну, третий там стоит. Вот больше у нас, ну это тоже мы в течение месяца-два мы добьем до конца, и они все будут на ходу. В этом году по Гагарскому району было вспахано более 200 гектаров земли. Как отмечает начальник МТС Рауф Кутарба, пахотных угодий здесь мало. В таких местах там есть непроходимые места для тракторов. Мы там не можем работать, потому что там склоны такие выше 4-5 градусов, нельзя его использовать. А так, где может трактор работать, мы все это... А в прошлом году было больше или... Больше было, конечно. А помимо Гагарского района в Гудаутске... Обязательно. Мы помогаем. 3-4 села мы тоже обязательно подключаемся. Инспекционные поездки министра сельского хозяйства будут продолжены и в другие районы республики. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.